Вот уже третий десяток лет в сельском поселении Изязиков-Юрт ведет свою деятельность секция дзюдо местного ФОКа. За это время удалось достичь немалых результатов как на региональной, так и на международной арене. Причиной этому усердные тренировки и грамотная рука тренера. Каждый вечер с наступлением времени тренировок зал начинает потихоньку оживать. Разумеется, львиная доля успехов в спорте зависит от самого дзюдоиста, но немалый вклад в карьеру спортсмена вносит и его тренер. Он становится, можно сказать, вторым отцом для ребят. И чем лучше знает тренер своих подопечных, тем сильнее они будут тренироваться под его пристальным наблюдением. Джамоля Хастаган ждина масбердышин именно хавуш тренировки жмелча перспективно бежит долос. Я бежишь дух-дуэ уз человек 50. Бежишь децанет и отдик отличаться даже. Это шитки, по юношам, юниорам, летишь бы по юношам, летишь бы младше юнош, летишь по анс. Буквально бесаю шитки, куоч одик. Кастою вар бучу одик, кенш буханс, лот бобан, как раз на ноги я там бат. Джамоля Ханза родители же шей бежит мелча активно озали. Бирж активно родители же контролируют родители, что день борьбы хадяки уз баш, уход мал тоже, царь контролирует, уз контролирует, намного ахтахул царь сам бол бия. Ханза Джамоля именно таханар тренировка, сигнал совершенно таханар тренировка, сигнал упорю аж дока и будущее мала цель же очень утришь. Акцент ежел тренировку, чтобы дети правильно стойку держали. Стойк держать и делаешь, правильно захватываешь, держать и делаешь. Буквально там тренировка, что движение было бы, именно самое сами. Акцент оттера как можно выше до Олимпиады, до Эндрии. Акцент оттер ждет ванелч. Аксага водик, анз эскофа хаяка, кастою веси хаяка по мужикам. Дик бежит, да, подрослого бож, лацан не стя утуш бож, латыш бывает дик энш. Короче, целый олимпийский чемпион халкы вещи. Да, Эндрей, не несколько вас дали. Секцию дзюдо в Изязиков-Юрте посещают несколько сотен спортсменов. Перед ребятами руководство ФОКа не ставит задачу быть одними из лучших. Вы всегда должны быть во всем первыми, напутствует ребят Руслан Аксагов. Известный тренер в прошлом, теперь он наблюдает за тем, как более молодые наставники помогают забраться юным дзюдоистам на спортивный Олимп. Пусть лучше они будут в зале тренироваться до 7-го пота, чем пропадать на улице, уверен Руслан.
А тренировочный процесс тем временем в самом разгаре. Разминка завершена, и тренер дает указания на растяжку. В процессе осуществления бросков есть большая вероятность потянуть мышцу, поэтому важно хорошенько размяться перед тем, как начать оттачивать навыки. Сегодня спортсмены оттачивают навыки бросков. Тренер внимательно следит за правильным выполнением всех элементов. Если допустить ошибку на тренировке, она может вылиться в поражение на соревнованиях, а слово «проиграть» здесь категорически не приветствуется. В зале тренируются спортсмены самого разного уровня. Вместе с чемпионами мира здесь и ребята, которые только-только начинают делать свои первые шаги в этом большом виде спорта. Передавать свой опыт – вот задача, которая стоит перед уже именитыми спортсменами. И со своей задачей дзюдоисты справляются весьма успешно. Нормально кая халятс. Зовут финал сили чуть чуть цаешь табан халар. Финале ахтер бодгас. Халятс финал. Ханс холата уже высокой категории. Первый раз лотчворец высокой категории и Мелхалдер он сразу лотч. Первый раз лотчвор 100 килограмм. Хал 90 литаус, 90 не довес литаус. 100 лот лугас мочвор собадиалс. Ну лот лот. Мелчо чувствуется до разницы хал холита весовой категории, ханзер весовой категории, ханзер сильно разница которая духа. 100 килограмм физически чуабы, а 90 кизик слабее бар, очень не чуабе жуар. А сусаха халар скорость издорас. Ахта даже старсанаты. Финальная схватка 49 секунд, кварт мелри и хаквартуян шоза Мелчо приятное ощущение жара. Приятно было делать. Первый раз латал это 100 килограмм лечаться, это ахтватвара. Ханс дальнейшем я чуюсь цвеса лет тахуляр хавио или же их спуститься дивол хайхавеса. Спуститься надо, это было цвеса лет гуслаем были. Вес отсюда. Ханс в будущем успел мало цели, вот мало результатов без мба. Рассилок без марса, Ханс ходил до Эндели. Тройки вал хажгус, тройки он дальше уже ходил. Совсем недавно в Ингушетии одно за другим прошли разные соревнования, начиная от регионального и заканчивая окружным масштабом. В них хорошо себя проявили и воспитанники ФОКа Зязиков-Юрта. Один из триумфаторов последних соревнований Джабраил Султыгов. Парень, несмотря на свой юный возраст, на татами ведет очень зрелую и уверенную борьбу. Разумеется, его самые большие успехи еще впереди. Но и сегодня можно сказать, что перспективы у Джабраила очень хорошие. Джабраил, расскажи про последние свои соревнования, на которых ты участвовал, и как у тебя сложились эти соревнования?
Последние мои соревнования были это первенство Северокавказского федерального округа до 23 лет. Этой возрастной категории я боролся первый раз. Я там боролся в категории 60 килограммов. Ну, это был для меня начальный опыт в этом весе. Схватки, конечно, все были тяжелые. Немного не хватило физики. Еще не хватило то, что я не успевал ходить на тренировки, так как опаздывал, у меня учеба, я учусь в Магасе. Вот такие вот дела. Вот теперь, Джабраил, ты наверняка уже посмотрел все свои ошибки, да, учил все свои ошибки и наверняка работаешь над тем, чтобы исправлять их, да? Вот теперь, как у тебя проходят тренировки, на чем ты делаешь упор, сколько у тебя тренировок в неделю? Ну, тренировок в неделю у меня тренируюсь каждый день. В основном сейчас работаю на физическую подготовку, так как немного не хватало физики. Буду работать в этом плане. А теперь, Джабраил, впереди какие у тебя соревнования, к каким турнирам ты готовишься? Насколько ты готов уже выйти на ковер, на татами? Впереди, конечно, много соревнований. Пока не знаю, где выступлю, но, конечно, буду работать усердно и трудолюбиво. Впереди, разумеется, новые вызовы у этих ребят. Для того, чтобы быть максимально подготовленными, они выкладываются на каждой тренировке. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Только так можно добиться больших высот в спорте. Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. На всех этих турнирах ингушские спортсмены всегда в числе сильнейших. Каждый год желающих прославлять нашу маленькую республику становится все больше. Возможно, в скором времени воспитанник этого зала будет стоять на самом высоком пьедестале Олимпийских игр.